Русь жива, пока жива русская деревня. Силу народную дает лишь земля. С 90-х годов уничтожено 48 тысяч деревень. Народ загнали в продовольственное, коммунальное, городское кредитно-финансовое рабство. Вернись на землю, сохрани свой род. Обычная деревня, купили здесь домик. Мы создаем родовое поместье в селе Красное, Прохоровского района, Белгородской области. Какие плюсы в деревне? То, что можно купить старый домик, сразу уехать. И уже спокойно обустраиваться, строить новый дом, баню, сад сажать. Много очень по наследству мне досталось вместе с домом. И, допустим, вот этот старый сад. Это очень большая для нас большая помощь. Какие-то хозпостройки. Для меня то, что вижу, самое главное, это колодец. То, что вместе с домом я купил колодец, это вообще просто подарок, это жемчужина. Здесь, опять же, есть какая-то инфраструктура, есть дорога, есть свет, есть даже дома с газом. Мы с местными жителями общаемся, по возможности помогаем друг другу. У нас еще очень много участков, есть заброшенные, есть которые продаются. И вся эта земля просто ждет людей, ждет. А люди где-то борются в городах за землю. Ждет своего хозяина. Да, я просто прошел по деревням этого района, и очень много заброшенных. Бывает такое, что идешь, и целая улица пустых домов. И вся эта земля просто просит: приходите. У нас тут чернозем, метр чернозема. У нас тут сады фруктовые растут. Можно персики, виноград посадить. Тут почти юг, но не так жарко, как в Краснодарском крае. Есть у нас приглашение на сайте «Родники Белогорья». Там можно прочитать краткое описание нашего села. Сейчас вот как только март начался, сразу стали приезжать, смотреть, общаться. Мы занимаемся и стройкой, и рукоделием, и еще и вот сейчас я развиваю садоводство, то есть я вот виноградник посадил. Вот. Ну, в зимний период занимаемся, вот сейчас зимой с Нового года запустили столярную мастерскую, то есть уже там делаем мебель, только из массива от древесины. Набирается у нас дел, допустим, ряд, мы едем в город, там все это делаем, и быстрее домой, потому что нам суток двое максимум вот так хватает города. Вот. Родители тоже в городе живут, иногда к ним ездим, там покупают наши изделия, поэтому приходится туда ездить, да. Еще иван-чаем занимаемся тоже. Я думаю, что для нашей страны и для всего мира в целом очень важно, чтобы был принят этот закон, чтобы все люди имели возможность без проблем, беспрепятственно обрести свой кусочек земли и строить на нем свои поместья, свое пространство любви.